а я после нее. Мгм. Значит, я выключаюсь пока, Хорошо, да? ладно. Да, 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 да. выключаюсь. Коллеги, добрый день. Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. Программку я вам всем разослал. Тема у нас организация учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроках информатики. Ну вот, как бы программа сформировалась, и мы начинаем разбирать первый вопрос. Это мотивация учебной деятельности на уроках информатики. Кузнецова Мария Михайловна, учитель информатики школы номер 2 города Микунь. Пожалуйста, Мария Петровна, вам слово. Здравствуйте, приветствую всех. Меня зовут Кузнецова Мария Михайловна. Кроме того, что я учитель информатики второй школы, я еще и учитель информатики первой школы. То есть обе школы я веду. Презентация не моя на экране почему-то включилась, Вячеслав Алексеевич. Так, я, наверное, сейчас перейду в презентацию, да? Так, презентация нет. Так. Так. Все, вижу свою... Так. Запустить презентацию. Так. Ну, значит, с чего хочется начать? Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться. Эффективность обучения и воспитания во многом зависит, конечно, от отношения к учителю, к самим обучающимся и как сами обучающиеся относятся к процессу обучения. Потребность в получении новых знаний заложена в маленьких детях природой, но, как считают психологи, к сожалению, к среднему и особенно к старшему звену школы эта потребность резко снижается, поскольку ребенок уже переполнен информацией. Здесь возможно использование, конечно, других естественных для данного возраста потребностей. В первую очередь это коммуникация, самовыражение, самореализация, потребность в новых видах деятельности. Именно эти потребности подростков, несомненно, стоит учитывать при мотивации учебной деятельности обучающихся к предмету. Ну, Лев Николаевич Толстой говорил, учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот способ преподавания верен, которым сами ученики довольны. На фотографии 9 класс, 9 В выпускной класс, правда, несколько лет назад, они уже закончили школу, но мои детки. Интересный урок создается для учащихся, создает новый стимул к учению, повышает интерес ребят к предмету, воспитывает самостоятельность, творческое мышление. Урок удобен для учителя, когда создана комфортная обстановка. Так, а это удобно и ученикам. Многие годы мотивом для изучения информатики, конечно, был компьютер. Но сегодня компьютер дети рассчитывают на это как обычный бытовой прибор. И, собственно, смысл таинственности предмета информатика уже теряется. А вместе с ним и мотивация, мотивационная сила. Рассмотрим некоторые приемы мотивации, которые возможно применять на уроках в наше время, позволяющие наиболее эффективно изучать материал по предмету. Так, первый прием – это обращение к жизненному опыту детей. Прием заключается в обсуждении с детьми хорошо знакомыми им жизненных ситуаций. В 7 классе при составлении задач, например, табличного решения, да, можно обратиться к случаям жизни детей. То есть они составляют задачи на своих жизненных примерах. Тем самым разбирают свои жизненные ситуации и активизируются в учебном процессе, им это интересно. В 8 классе при изучении темы поиск информации в сети интернет возможно рассмотреть пример покупки принтера, к примеру, решить вопросы о его технических характеристиках. Обучающиеся незаметно для себя одновременно повторяют ранее изученный материал из темы аппаратное обеспечение, да, и далее предлагается рассмотреть все возможные приобретения принтера с характеристиками, названными детьми. Эти примеры обращения к опыту детей – это не только прием для создания мотивации. Более важно то, что учащиеся видят применение получаемых ими знаний в практической деятельности.
в век бурного развития и использования информационных технологий, практические навыки, полученные на уроках информатики, очень пригодятся и в дальнейшей профессиональной деятельности. Следующий подход – ролевой подход и деловая игра. В этом случае ученику или группе учащихся предлагается выступить в роли того или иного действующего лица. Ну, например, при изучении темы алгоритмы и алгоритмизация, обучающиеся сами становятся исполнителями. При этом дети с удовольствием исполняют свои алгоритмы, да, ходят по ходу исполнения, исправляют ошибки и так далее. Также на уроках при выполнении практической работы необходимо давать возможность побывать в роли учителя, помогать ему. То есть дети объясняют друг другу материал, который был дан учителем всему классу. Ну, кто не понял, дети друг другу еще подробнее объясняют. Следующее. Решение нестандартных задач. Ну, вот, к примеру, у нас в конце года сейчас, скорее всего, останется резервное время у некоторых, хотя это сложно представить, да, учителей по информатике. 1-2 урока все равно проводим тестирование, урок игра обязательно, последний урок у меня бывает. То вот здесь вот можно применить такой случай, как угадай картинку, разгадай пословицу, да, вот, к примеру, скажи мне, какой у тебя компьютер, я скажу, кто вы. То есть нужно отгадать какая-то пословица. Ну, детям тоже это очень нравится. Ну, практикоориентированные проекты. Вот здесь представлены дипломы. И в этом году я участвовала в республиканском конкурсе Компьюника с 2 школами. И вот получил мальчик диплом за 1 место, Зиновьев Иван. Чоклут Дима тоже проявил себя. Вот профессиональное программирование получил специалист. Вот такой вот сертификат. То есть дети сами проявляют себя в проектах, да, вовлечение учащегося таким образом в творческую работу развивает у него умение самостоятельно собирать информационно-иллюстрированный материал, творческую смекалку проявлять, а также способности дизайнерского оформления. Самое главное, у него проявляется удовлетворение от результатов своего труда и чувство самодостаточности, что является для старшеклассника первостепенным мотивом. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что, конечно, самое главное – это доброжелательный настрой урока. Да? Для этого нужно уделять внимание каждому ученику. Нужно хвалить детей за каждый новый, пусть даже незначительный, но полученный ими самими результат. Это поднимает самооценку учеников, их личностную значимость, что очень важно для детей в подростковом возрасте. Таким образом, возможно, поэтому за последние 2 года отмечается значительный процент обучающихся, кто выбирает в 9, а также в последние годы уже и в 11 предмет для сдачи в 9 это ОГЭ, в 11 ЕГЭ. Хочется отметить, в прошлом году это 58 обучающихся по городу сдавал предмет, вот, все сдали, да, и 54 человека в этом году планируют сдавать предмет информатика в 9 классе. Уже прошли пробные диагностические тестирования, результаты неплохие, то есть хочется отметить, что ЕГЭ тоже на диагностическом тестировании порог пройден, то есть набрали 51 балл пока, 59, 55. Ну и в завершении своего выступления хотелось бы всем пожелать всегда работать так, чтобы у учащихся была устойчивая потребность в новом знании, которая будет порождать интерес и, как следствие, устойчивый мотив к учению. Ну, еще про экзамены хотелось отметить, да, что чем больше положительных результатов на выпускных экзаменах, тем, конечно, эффективнее работа учителя. И это еще один шаг, может быть, самый главный, на пути формирования положительной мотивации учения. Спасибо всем за внимание. Я закончила. Так, теперь продолжаю я. У кого-то вопросы есть? Марина Петровна, слышно? Слышите, да? Все хорошо. Да. Так, мне сейчас выйти нужно, да? Закрыть окно. Да, можно закрывать. Коллеги, мы работаем с вами в вебинарной системе proofme.com. Несколько слов об этой системе. Это система проведения вебинаров.
Значит, на самом деле это платная система, и в системе доступно, вот если вы зарегистрируетесь, вы можете создавать вебинар, в который может присутствовать 10 пользователей. Но, значит, если вы напишите в техподдержку, что вы образовательная организация, что вам нужна комната, предположим, у вас в классе 30 учеников, да, на 30 мест. В принципе, они идут на то, что дают бесплатно комнату на 30 человек. Вот в частности, у нас это вебинарная комната на 300 человек, и как бы на сегодняшний день для проведения вебинаров нам этого хватает. Поэтому рекомендую вам ее использовать для организации обучения с применением дистанционных технологий. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то, по-моему, по средам или по четвергам они проводят обучение. В системе можно проводить не только вебинары, но и организовывать вопросы и какие-то курсы в дистанционном, естественно, режиме. Поэтому вот рекомендую. А сейчас предоставляю слово Марине Петровне в продолжении выступления. Да? Марина Петровна, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Горчакова Марина Петровна, учитель математики и информатики. Стаж 31 год. Компьютерный класс, 10 моноблоков 2011 года, проектор, экран, чтобы понимать, да, в каких условиях я работаю. Хочу поделиться своим опытом. Очень коротко, так как очень ценю свое время. Для меня вопрос формирования положительной, устойчивой учебной мотивации учащихся является одним из центральных. Сегодня в школу пришло поколение компьютерных детей, которые, как мне кажется, очень свободолюбивы в плане выбора деятельности, в том числе и учебной, с вопросом «А мне это зачем?». Направление вектора учебной деятельности, его величина определяется, безусловно, мотивами и целью. Если не отходить от математической терминологии, как у вектора 3 координаты в трехмерном пространстве, так и мотивы психологами определяются 3 составляющими. На слайде видите внутренние, внешние, личные. Изменение любой активности в ту или иную сторону приводит к переструктурированию системы учебных мотивов и их деформации. Факторы, формирующие познавательную активность, можно выстроить в следующую цепочку. И, как мы видим, в начале цепочки стоит мотив. Ну, а лично я считаю, что мотив, интерес к учебе – это те кирпичики, на которых строится любая познавательная деятельность. Но хочу остановиться на проблемных моментах. На слайде вы можете видеть расхожие фразы некоторых учеников. У таких учеников наблюдается низкий интерес к теоретической информатике, например, логика, теория алгоритмов, мы знаем, достаточно нудными считают дети эти вопросы. Потом домашние компьютеры по техническим характеристикам и программному обеспечению на порядок превосходят школьные компьютеры, поэтому здесь возникают проблемы, ученики говорят, а у меня все есть, я все умею, знаю, мне ничего не нужно такого. Сегодня психологи говорят об учебной тревожности, которая имеет самые различные проявления. Ну вот на слайде представлены. Они говорят, не всем же быть хорошими и умными, это неуверенность в себе. Да мне и на оценке все равно, то есть это проявление тревожности, контроля и оценки. Ну и сейчас психологи к учебной тревожности даже, мне кажется, относят элементарную лень учеников, учебную лень учеников. Ну и особо я бы хотела бы остановиться на таком вопросе, как гендерное различие, которое на таком предмете, как информатика, проявляется, конечно, очень ярко. Ну вот живой пример, например, урок в 8 классе, учитель задает стандартный вопрос, перечислите режимы работы клиентов программы электронной почты. Юношей такого рода вопросы ставят в тупик, от них можно слышать ответ, тупой вопрос какой-то. Девушки же заглянут в учебник и без возмущения ответят. Клиент программы дает возможность принимать письма, просматривать, формировать текст ответа, вести адресный справочник. Но зато юношам не надо ни показывать,
не рассказывать, как отправить письмо. Ну, а девушки же могут еще переспросить, на какую кнопочку нужно нажать. Но такова психология наша с вами. Как вы думаете, кого, юношу или девушку, возьмет на работу директор школы, учителем информатики, не заглядывая даже в диплом? То есть это и наша с вами в том числе психология. Так вот, опыт у меня очень большой. Я пришла, для меня вот органичным решением стало формирование устойчивой мотивации, именно использование на уроках как системообразующей технологии модульного обучения. Эта технология дает возможность давать прочные базовые знания каждому ребенку. И самое главное, она не сдерживает потенциал ребенка, который проявляет особый интерес к определенным направлениям. При этом значительно экономится учебное время таких учащихся, когда, освоив за короткое время материал модуля, они могут на уроке заниматься проектной деятельностью в соответствии со своими интересами. Проектную деятельность, конечно же, мы ведем все. Работа над проектами именно на уроках значительно экономит время ребенка. И сегодня перегрузка детей, в том числе информационная, конечно, колоссальная, я считаю, приводит к снижению интереса к учебе. А целенаправленная работа над проектами формирует устойчивую положительную мотивацию. Во время урока, не тратя другое свое время, внеучебное, ученик получает консультацию учителя при работе над проектами, развивает навыки проектной деятельности. А наши работы, которые на республиканских и на районных конкурсах занимали первые места, создавались именно в основное время на уроках. Конечно, как в любой системе, есть преимущества этой системы и недостатки. В этой системе я работаю уже 7 лет, и мне очень нравится. Главное для меня, я считаю, что у детей нет ощущения, что они напрасно тратят свое время. Ну, на слайде вы можете видеть преимущества и трудности, которые возникают, а я просто приведу примеры своей жизни. Вот сегодня у меня в 9 классе есть ученик, который пишет модули для компьютерных игр. По интернету, ему за это что-то там платят даже. При этом школьный курс информатики он сдал по модулям на минимум со словами «мне информатика не нужна, я сдавать не буду этот предмет». На уроке он приносит свой мощный ноутбук. И в то время, когда дети занимаются вот именно изучают обычные темы, он в это время уже пишет вот эти модули, потому что у него модули за предыдущие уроки все сданы. Он идет к своей цели, дети проявляют большой интерес, смотрят, как он это делает. Чтобы сами что-то делать, нет, у них не хватает как будто бы желания для этого. А он не тратит свое время. Ну и я хотя бы стала иметь представление, как пишутся вот эти модули для компьютерных игр. А он уже на работе, он уже работает фактически и продвигается дальше. Другой пример. На программирование мы изучаем, например, в конце 9 класса. А те детки, которые хотят на высокий балл сдать экзамен, программированием на уроках занимаются уже с начала учебного года. Они по видеоурокам, под моей консультацией на уроках, потом получают консультацию у меня на уроках, и они с легкостью уже в конце года программируют. Таким образом, уже на экзамен они выходят с прочными знаниями, потому что я сама прекрасно понимаю, если в марте начинать изучать программирование, то очень трудно час в неделю там что-то. Так, и что еще хочу сказать. В эпоху информационных технологий, на мой взгляд, все большее значение для формирования положительной мотивации играет личность учителя. За информацией современные дети обращаются к интернету, за знаниями к учителю. Только учитель способен раскрыть потенциал ребенка, привить свободу мышления. Личная, душевная, созидательная связь с учениками – это на всю жизнь. Это радость от самореализации и как залог дальнейшей успешности и ученика, и учителя. Приведу пример такой. В 2000-е годы я вообще никогда не начинаю свой первый урок, в 7 классе в данном случае сейчас уже, с темы, которая прописана в учебнике, с темы, что такое информация и так далее. В 2000-х годах я
Приносила на первый урок системный блок, давала в руку мальчишкам отвертки, они с радостью раскручивали, развинчивали. Сейчас, конечно, уже этим никого не удивишь, уже начиная со 2 класса они дома раскручивают, развинчивают свои ноутбуки, мальчишки. А сегодня вот я на первый урок по информатике приношу экзаменационный тест, даю вот сразу ребенку порешать, даю возможность проявить себя, а мы все знаем, что там есть задания, которые решаются интуитивно. Ну а потом в дальнейшем мы определяем, чего же нам не хватает, чтобы сдать экзамен на 5. И после этого уже приступаем к изучению информатики как предмета. Вот это мне все позволяет делать технология модульного обучения, которой я, конечно, очень люблю работать. Ну, у меня все. Желаю всем успехов в творческих поисках и начинаниях. Ну и, конечно же, здоровья. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Марина Петровна. Коллеги, если есть у кого вопросы, вопросы вы можете задавать тоже через видео. Единственное, в чате напишите, что вы хотите задать видео вопрос. Я тогда вам открою доступ для вашей веб-камеры. Марина Петровна, спасибо большое. Мы переходим к следующему вопросу, раз вопросов нет. Это у нас по программе должен был выступать Коноплев Олег Олегович, но, к сожалению... Так, Олег Олегович, или есть вы? Откликнитесь. Сегодня у нас совпало как раз с тестированием ЕГЭ, и вот многие учителя информатики, наверное, задействованы как раз на тестирование систем к единому государственному экзамену. Но он сказал, может быть, чуть-чуть попозже подключится. Поэтому тогда мы передаем слово Воркуте. Оксана Григорьевна, вы готовы? Воркута? Воркута здесь. Так, посмотрите в правом окне презентации вверху. Так, Название презентации. Ваша какая? Вот это еще может быть? Нет, это не ваша. Ладно, сейчас я включу режим. Сейчас, вот такой режим. Ага, я нашла, вот она. Так, вот она, ваша презентация. Меня да, слышно? вам слово, пожалуйста. Да. Меня слышно? Слышно, слышно. Все нормально, слышим. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Моя тема – это мотивация учебной деятельности на уроках информатики. И я взяла тему достаточно узко, потому что объять необъятное невозможно. Я решила не говорить сегодня ни об использовании интерактивного оборудования, ни о мобильных компьютерных классах, ни о широкополосных выходах в интернет. Я хочу поговорить о том, что зависит, собственно говоря, от учителя и от ученика. Итак, мотивация учебной деятельности на уроках информатики. Ага, значит, тут эффектов не будет, да, выпрыгивания внезапного. Итак, я решила немножко похулиганить и изменить Ахматову. Итак, когда бы вы знали, из какого ссора растет мотив, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Итак, что же такое учебная мотивация? Это процесс, который запускает, направляет, поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Итак, если взять предмет информатика и ЭКТ на сегодняшний день, все практикующие учителя понимают, что на самом деле это не один предмет, а 4. Вот я попыталась тут слегка систематизировать, а если вникать в подробности логика, особенности программирования, если разводить ИКТ, прикладные аспекты на разные моменты, то получается очень серьезная группа предметов с разными уровнями сложности. И если верить Сампину, эти уровни сложности у нас от 4 баллов до 10. Но честно, вот положа руку на сердце сказать, что иногда этот уровень сложности бывает существенно выше. Существенно выше. А что касается другой стороны, это ребенок. Итак, мотивация в первую очередь зависит от того,
каков сам ученик. Его пол, его возраст, его состояние здоровья, его настроение, в конце концов. Зависит от того, какие люди находятся с ним рядом, родители или значимые взрослые, от их установок, явных и неявных, от их ожиданий. Ну и, конечно же, от личности учителя. От того, каковы его личностные устремления, от того, каковы его личностные и профессиональные взгляды, ценности определенные, от того коллектива, в котором находится и ученик, и учитель. Ну и еще один момент, хотелось бы на нем остановиться в связи с рассмотрением ситуации, значит, с современными учениками. Итак, понятие клипового мышления возникло в конце 20 века. Что связывается с ним? Это такой образ мышления, который предполагает восприятие окружающего мира как набор фрагментарных, разрозненных, малосвязанных между собой образов. Об этом говорилось еще в статье Элвина Тофлера, известного футуролога. В 10-е годы нашего века ознаменованы тем, что понятие клипового мышления начали применять уже к ситуации в России. И по последним исследованиям порядка 30% детей в классе или в группе являются носителями вот такого клипового мышления. Итак, в статье футуролога и известного писателя Фрумкина есть классификация, выделены причины, и вот так осторожно сказано о предполагаемых положительных сторонах и предполагаемых отрицательных сторонах. Но мы, как практикующие учителя, можем сказать, что это совсем не предполагаемые отрицательные стороны и совсем не предполагаемые положительные, а это совершенно реально существующие на сегодняшний день и не просто стороны, а в некоторых случаях даже реально существующие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться каждый урок. Итак, предполагаемые положительные стороны. Это механизм защиты мозга от информационной перегрузки. Это своеобразный механизм адаптации к развитию информационных технологий. Этот механизм позволяет развивать многозадачность. Люди с таким мышлением могут одновременно слушать музыку, что мы чаще всего и видим, да, общаться в чате, редактировать фото, делать при этом уроки и работать. Клиповое мышление придает динамизм познавательной деятельности. Итак, отрицательное. Человек не может долго концентрироваться на информации. Снижается способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек с переключением внимания с одного информационного потока на другой. Падает уровень успеваемости, снижается коэффициент усвоения знаний. Клиповое мышление предполагает упрощение, то есть забирает глубину усвоения материала. Все происходит достаточно поверхностно, воспринимается только базовая составляющая, нюансы, тонкости упускаются из виду. Мы знаем, как это бывает плохо в ситуациях, когда нужно добиваться результата именно с упором на мелочи и нюансы. Ну и один очень, скажем так, факт, с которым нельзя будет не считаться в ближайшее время, что клиповое мышление – это вектор в развитии отношений человека с информацией, который возник не вчера и исчезнет не завтра. Поэтому нам придется учитывать это при рассмотрении вопросов мотивации в том числе. Что касается дальнейшей ситуации с анализом, вот если говорить о Воркуте, о том сложившейся ситуации, у нас очень большое количество спортсменов. Детей, которые занимаются спортом серьезно, с младшего возраста, с 4-5 лет. Это по 2 кружка бывает, серьезные занятия спортом, когда к 4-5 классу дети уже начинают выезжать на республиканские, даже иногда на всесоюзные, всероссийские соревнования. О чем это говорит? О том, что дети понимают, что такое трудиться для достижения цели. Они понимают, что такое дисциплина. Они понимают, что такое мастерство, собственно говоря. Если бы этого ничего не было, ни о каких бы соревнованиях речи не было бы в принципе. Поэтому вот эта история, что называется, из сочетания клипового мышления, спортсменов, которые умеют достигать цели. И если мы посмотрим еще на пирамиду потребностей Маслоу, да, то вот, собственно говоря, и сложилась моя идея мотивации на уроках информатики. Сразу хочу сказать, вряд ли она применима ко всем ситуациям, вряд ли она универсальна, вряд ли она даст результат вот
прям сиюминутный. Честно скажу, что есть способы, которые ты долго продумываешь, есть способы, которые ты просто на ходу, они из тебя просто выходят совершенно экспромтом как-то и уходят в никуда. Есть, которые работают в течение нескольких лет на разных группах учеников, а есть, которые вот вроде как работали, а потом раз и почему-то перестали. То есть все сугубо индивидуально. Вот поэтому тот самый СОР, о котором я и говорила в своем эпиграфе вместе с Ахматовой, собственно говоря, сейчас я попытаюсь и изложить. Итак, мы будем с вами рассуждать из ситуации следующей, что физиологически у нас потребности удовлетворены и потребность безопасности уже удовлетворена. Итак, если мы хотим добиться высокого уровня внутренней мотивации и устойчивого познавательного интереса, то если мы посмотрим на эту пирамиду, то мы увидим, что до нее нам еще два этапа. Да? Первый – это потребность в общности, и второй – это потребность в признании и достижении успеха. Поэтому, если ребенок не получит этого на уроке, значит, он вынужден будет получать это где-то в другой ситуации. И будут ли его представления о достижениях согласовываться с нашими представлениями о этих же самых достижениях. Итак, что получилось у меня? Итак, любой спорт – это дисциплина, труд и правила, которые нужно соблюдать. Поэтому я пришла к выводу, что стоит самой немножечко подработать и определиться с некоторыми моментами спортивной терминологии, учесть вот эти вот особенности клипового мышления, которые все мы наблюдаем. Вот. И у меня получилось следующее. Итак, первое, самый нижний уровень – это любопытство, ситуативный интерес, упор на универсальность интеллекта. Сразу хочу сказать, что вот эта система, представленная мною, она нелинейна. То есть в любой момент с любого слова можно построить гиперссылку на другую. В общем, чуть позже, да. Итак, любопытство, ситуативный интерес, упор на универсальность интеллекта. Итак, главная моя фишка, что называется, информатики, мы развиваем себя и самосовершенствуемся. Как в спорте, да? Для чего мы занимаемся? Мы что, все будем олимпийскими чемпионами? Нет. Для чего мы занимаемся спортом? Для того, чтобы развиваться, быть здоровыми, быть готовыми к нагрузкам, к трудностям и так далее. То же самое. Информатика, предмет универсальный, способствует чему? Умением работать с информацией, причем во всех ее видах и проявлениях. Как ты сам с ручкой, бумажкой, так и с помощью компьютера. Итак, следующее. Это опора на субъектный опыт учащихся. Хобби, спорт, творчество, поиск точек соприкосновения с темой. Ну вот здесь хочу сказать совершенно буквально вот когда неделю назад, Босова 8 класс, формат вывода в Паскале, да, S 2 точки, 6 2 точки, 2. Ну вот, а зачем мне это запоминать? Хорошо, вспоминается на ходу совершенно Аргентина, Ямайка 5-0. Что там это Ямайка? 5. Что там Аргентина? 5. Что она сделала? Пропустила или забила? Конечно, говорят мне, тут же все понятно. А ты откуда это знаешь? Так я всегда это знал. А что делать тому, кто не знает? Выучить, сказали мне. Конечно, выучить. Итак, вот такие вроде смешные и совершенно логичные вещи, они приводят к тому, что снимается масса вопросов. Итак, еще один момент. Работа в команде, то есть вот тот самый уровень, о котором мы говорили, да, общение. Причем в команде можно выполнять массу всяких видов деятельности, но важно здесь анонсировать. То есть, ребята, я не боюсь двоек, я сажаю вас вместе не для того, чтобы не было двоек, я сажаю вас для того, чтобы вы могли помочь друг другу, поделиться опытом и нарастить вот этот свой потенциал, потому что общая идея наша – это самосовершенствование и наращивание потенциала. Будем мы сдавать экзамен, не будем мы сдавать экзамен, будем мы программистами, не будем мы программистами, это дело уже, что называется, не сейчас вопрос об этом нужно решать. Итак, следующий момент – это творчество по инструкции в сочетании с формирующим оцениванием. Вот об этом я поговорю немножко дальше и подробнее. Ну и все это, опять же, нанизывается на идею того, что информатика облегчает жизнь. Она готовит нас к тому, чтобы мы массу работы, от которой нельзя отказаться и нельзя ее избежать, делали быстро. Если я умею составлять конспект правильно, я умею использовать схемы, значит, я на подготовку к уроку потрачу 20 минут или 30, а не 3 часа и не 4. Оставшееся время я могу уделить каким-то другим интересным занятиям. Вот. Ну и вот тут у меня одна стрелочка, но на самом деле этих стрелочек может быть достаточно много. Опять же, как пойдет, что называется, ситуация, она совершенно живая, она может меняться каким-то образом.
Ну вот, тоже опять же ситуация, мы тут вспоминали, как Дзюба плакал. Ну что вы, я стала, не знаю, чуть ли не самым родным человеком. Вот, потому что я видела, как плакал Дзюба, когда наши проиграли. Так, по установке учителя. Опять же, еще раз говорю, это сугубо личная попытка, что значит сформировать вот это представление о собственном опыте. Итак, главный учебный предмет жизни – это русский, ну или родной язык. То есть идея какая? Если ты понимаешь по-русски и можешь рассказать, что от тебя требуется, пойдет и программирование, пойдет и логические задачи, пойдут и еще остальные. То есть первое – понять по-русски, что происходит. Следующее. Если трудиться и стараться, значит, через некоторое время начнет получаться. Опять же, перекликаемся с идеей тренировок. Правильно? Правильно. Следующее. Я лично, я никогда не желаю удачи и везения. Ну, это свои пунктики, что называется. Я желаю трудолюбия, терпения и старания. Почему? Опять же. То есть ты пришел на беговую дорожку, да? Ты же не будешь ждать и мечтать о том, что тебе попадется беговая дорожка короче, чем 200 метров. Правильно? Вот. Тебе нужно будет стараться пробежать эти 200 метров, предположим, да? Поэтому тебе нужно старание и упорство. Если ты не идешь вперед, то идешь назад. Ну и быть последовательным, стремиться к разнообразию, потому что, в принципе, надоедает все. Частые вопросы. Вот тоже отметила, что это является проблемой не только моей, тоже вот у коллег послушала. Как справляюсь я с этой ситуацией? Ну, например, мне не пригодится, зачем тратить время? Опять же, вот из этой идеи того, что информатика всем дарит возможность экономить время и производить какие-то эффективные действия с информацией. Мы живем в быстро меняющемся мире, никто не знает, какие знания и умения потребуются от человека в третьем тысячелетии. Если повторять это достаточно часто, ну, капля камень точит. Зачем мне это понимать, учить? Это можно найти в интернете. Ну, великая цель образования состоит в тренировке ума. Мозг нуждается в тренировках больше, чем тело. Тут можно поговорить про кубики, про сушку, я не знаю, еще про что-нибудь. То есть, ну, как-то немножко подготовиться, чтобы быть во всеоружии. Так. Ну, и что касается творчества по инструкции. Опять же, спортсмены, дети заняты очень интенсивно важными делами, и поэтому задавать какие-то проекты или домашние работы очень объемные, ну, это значит обрекать себя на то, что будет масса несданных работ. Поэтому приходится придумывать вот такие моменты. Опять же, здесь много еще нюансов. Представьте себе, вы задаете какой-то рисунок, да, например, там «Мое лето» там, или еще что-то. Кто-то принес шедевр на уровне мишек в сосновом бору, а кто-то нарисовал солнышко и сказал «я так вижу». Ну, с одной стороны, имеет право, а с другой стороны, элементарные представления о какой-то справедливости и затраченном труде, то есть они тоже должны как-то, вот, на мой взгляд, учитываться. Поэтому важно оговорить количество, например, объектов, о которых идет речь. Опять же, с одной стороны, вроде как шедевр и его судить не совсем правильно, а с другой стороны, оценки должны быть, а во-вторых, рисование у нас это не просто изображение, да, мы должны продемонстрировать умения и знания каких-то технических навыков, совершенно конкретно. Поэтому вот тут, что получается, сочетается несочетаемо. Опять же, творчество по инструкции. А что касается объектов, их можно подобрать тоже совершенно, скажем так, нелогично, какие-то выпадающие из общего ряда, парадоксальные какие-то сочетания делать, для того, чтобы включить, опять же, какую-то креативность, не знаю, там правое полушарие, еще что-то. Опять же, все решается очень индивидуально в зависимости от каких-то вот процессов, проистекающих вокруг тебя. Итак, подобрать материал для практических работ, личностно значимых, возможно, для данного класса, для данной ситуации. Не знаю, кто-то приехал с соревнований, кто-то там где-то что-то занял, победил или готовимся к чему-то. То есть это должно ощущаться, вот это должно витать в воздухе, что мы делаем что-то важное, что-то хорошее, что-то приятное. Огласить прозрачные критерии оценивания. Еще один момент. Предусмотреть дифференцированное задание, например, усложнение. Какое? То есть мы знаем, вот это мы сделали все, что было в классе, а потом, например, там погуглить, не знаю, ссылку кинуть, поискать, как, например, оформить буквицу, не знаю, там в Word 2010, вот, и сделать. То есть и сказать, что об этом, например, получится 5 в электронном журнале, не знаю, там еще дополнительно, не знаю, там 10 баллов, 20 баллов, я не знаю. То есть уже степень трудозатрат можно как-то уже оговаривать. Далее, можно поработать над коллективным оцениванием и сказать, что, например, при зрительских симпатий тоже, например, какая-то 5. Вот. Сколько баллов. Причем
Например, я свое мнение, например, и мнение коллектива. То есть вот два человека, да, типа комплимент от шефа, не знаю, там еще какую-нибудь терминологию можно придумать. То есть была такая ситуация, я не успела об этом сказать, вышла куда-то в коридор, прихожу, уже куча ноутбуков открыта, все поняли, все посмотрели, все решили. Короче, бонусную пятерку мы ставим вот тому-то. То есть все произошло совершенно быстро, сумбурно и, что называется, достаточно качественно. Следующее. Проследить, чтобы объем работы был небольшим. Вот это важно, да, то есть чтобы не задавалась презентация, ребенок потратил на нее 2 суток, что называется, объять необъятное невозможно, поэтому четко ставим какую-то идею. Вот. Конечно, имеют место быть, что называется, и объемные, серьезные, большие проекты, но, например, на уроке на 15-20 минут или дома задание, которое задается чуть ли не каждую неделю, то есть перегрузка – это тоже великое дело и не способствует формированию мотивации. Следующее. Использовать с целью переключения видов деятельности можно. Ну, например, не обязательно ждать, когда будет компьютерная графика или там презентации какие-то делать, а работать в ситуации, когда, ну, например, долго решали задачи, программировали, устали, то есть сложную работу, переключиться, не знаю, придумать задачки какие-нибудь или какой-нибудь буклет с лайфхаками для пятиклассников или еще что-нибудь. Ну и еще один момент – очень важно, не знаю, сталкивались с этим коллеги или нет, или, может быть, просто как-то деликатно мы об этом не говорим. То есть очень часто в последнее время дети, вот эти практические работы, которые на сайтах выложены, да, имеются, и заготовки. То есть мы просто как-то скачиваем и кидаем скриншоты. Иногда даже телефоном можно сфотографировать, вот вроде как я сделал, и все. То есть вот в этом случае, ну, практически, ну, придется делать самому, в общем. Придется развиваться. Хочешь, не хочешь, а придется развиваться. Ну, а тут у меня есть примеры работы по инструкции, например, ну вот мы тут делали, да, 23.01, это уж я не помню, года 2, наверное, назад или 3, то есть там 16 января и 23 января, 2 дня подряд, значит, один день ручного письма, вот, а другой день, значит, день ледовара. Мы поговорили о том, что как смешно ледовара, да, вот, и вот здесь у нас идет снеговик, здание школы в 3 этажа, текст «Поздравляю с чем-то», и главное, что раскрыть тему, да. Поэтому вот тут выбраны задания, что называется, действительно соответствующие. Есть масса заданий, которые, ну, где-то недочитана инструкция, где-то еще что-то тоже в попыхах бегом. Вот она, школа 3 этажа, явно видно, что копировали, да, собственно говоря. Вот, очень такой симметричный, красивый снеговичок. Вот, что еще? Ну, тут стрелочка, тут не сильно видно, тут написано, это лед, то есть понятно, что это вот день ледовара. Да, вот тоже у нас тут, видите, лед заливают. С днем ледовара. Так, это вот инструкция, тоже мы делали демотиваторы все сами. Ну, роль демотиваторов и мотиваторов, ну, это тоже у меня несколько, скажем так, собственные заморочки. Вот. Ну, и вот, например, работа 8 класс, это тема закладки у нас тут и внешние ссылки были. То есть вот мое хобби, задача была следующая. То есть объем небольшой, определенное там количество строк оговаривалось, и должно быть, например, 3 закладки в тексте и 3 внешние гиперссылки. То есть чисто технически, значит, оценка, а там дальше уже какие-то моменты оценивания были прописаны, что должно быть. Вот. Это вот что касается творчества по инструкции. Ну, это вот тоже примеры элементов, которые так находятся совершенно случайно. Тут вот не видно, конечно, 10 умений, которыми должны владеть все люди, живущие в 3-м тысячелетии, высказывания великих от информатики, значит, IT эти наши праздники, которые тоже можно как-то подвязать к ситуации. Ну, вот тут, что касается признания, то есть вот буклетик из готовой информации уже люди сделали, тут у нас фамилия, имя, год, то есть начальная школа может пользоваться этими буклетами, и там авторство детей, они могут быть вывешены на стендах и так далее. Ну, вот пример тоже ссылок, ребенок креативит, да, тут у нас ссылки работают, да, то есть я ленивый, и вот оно, пожалуйста, я лень, там еще что-то. Ну, к литературным аспектам, конечно, можно придираться каким-то образом, но чисто технически задача с точки зрения темы, которая изучается на информатике, она выполнена. Ну, плюс оригинальная подача материала, тоже вроде как есть за что похвалить. Поэтому вот это формирующее оценивание, оно позволяет даже, скажем так, человека, который, может быть, первый раз в своей жизни что-то сделал серьезно и сам, похвалить и, что называется, закрепить вот этот вот положительный момент и тем самым повысить самооценку учащегося. Ну и напоследок, что называется,
это вот должно было выскакивать по щелчку, да, мой, собственно говоря, подарок, да, один из моих самых любимых мотиваторов, да, лень, каждый одарен по-своему, но гробим мы свои таланты одинаково. Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Ну вот еще один мотиватор, который, честно говоря, вот я была поражена, что только люди увидели, я потом только разглядела, что это номер 23, я где-то погуглила NBA 23, и люди со вздохом сказали: Джордан. Так что работает. Не всегда, но работает. Ну и напоследок, желание – это 1000 возможностей, а нежелание – это 1000 причин. Все, спасибо. Если есть вопросы, можно задать в чате. Очень интересное выступление. Спасибо, Нет. Оксана Григорьевна. Так, а кто у нас еще? Марина Петровна, а вы тоже включите видео? Воркута, не выключайте видео. Я сейчас покажу режим здесь, как можно видео показывать на весь экран. То есть режимы, и вот может быть такой вот режим допускается, что до 6 экранов, то есть система видеоконференц-связи. Коллеги, можете тоже что-нибудь сказать, чтобы посмотреть, слышно вас или нет? Чтобы... Да, Все хорошо. все здорово, слышно. Да, отлично. Ой, То есть вот поддерживается система видеоконференц-связи. Единственное, немного можно увидеть на экране. Если кто был на видеоконференциях республиканских, то там практически все муниципалитеты, ну или, по крайней мере, 10-12 муниципалитетов видно. Здесь 6. Режимы могут быть разные. Вот сейчас режим, в котором мы работали. Вот этот режим сейчас открывается еще одно окно справа, где вы можете скачать все материалы сегодняшние. Я его в конце открою, и можно будет спокойно поскачивать презентации, если они будут нужны. То есть достаточно хорошая, удобная система. Ну, система чатов вы видите, да? Ну, вот таким образом. Так, ждем, подключается ли у нас Олег Олегович, это Усть-Куломский район. Если нет, то мы... Значит, коллеги, я в программе нет, но я, тем не менее, хотел бы затронуть еще один вопрос. Это у кого-то фонит, у кого-то микрофон фонит, от меня, наверное, поэтому можно отключить видео. Поэтому как бы обзорно я бы хотел бы остановиться на вопросе. Сейчас вы знаете, идет обсуждение новых федеральных государственных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Честно говоря, тоже глубоко не вникал еще в этот вопрос, поэтому предлагаю... Обсуждение, по-моему, идет до 29 апреля, поэтому предлагаю вам на своих методических объединениях и в школе, и муниципальных методических объединениях рассмотреть этот вопрос, потому что, скорее всего, к осени эти стандарты будут приняты, и уже, наверное, с 2020-2021 года будут внедряться в образовательных организациях. Вот сейчас на слайде ссылочки. Так, не знаю, возможно будет ли скопировать. Нет, нельзя будет скопировать. Ссылочки на сайты, где идет обсуждение. Сейчас пример одного из сайтов я вам покажу. Так. Так, к сожалению, у меня не настроен. Сейчас, если получится быстро установить, установлю плагин для демонстрации на этом компьютере. Оказалось, что на этом компьютере не настроена демонстрация рабочего стола. Так, вот еще.
Ну ладно, не будем тогда терять время. Значит, вот по этим ссылочкам можно пройти, там уже идет обсуждение новых федеральных государственных стандартов. Прошу обратить ваше внимание, по каждому предмету выделены планируемые результаты обучения, и в частности по информатике это приложение 8. Планируемые результаты настроены на то, что на те предметы, по которым проходит у нас единый государственный экзамен и ГИА и ЕГЭ. Значит, сами ВГОСы на этом сайте доступны для скачивания, то есть там можно их скачать, в спокойной обстановке познакомиться, и в том числе можно принять участие и высказать какое-то свое мнение вот на этих двух сайтах. Я думаю, что маловероятно, что в планируемые результаты будут внесены какие-то изменения, но, возможно, в какие-то организационные моменты можно будет если таких предложений будет много, то они будут внесены. Еще рекомендую взять как раз вот эти планируемые результаты новых ВГОСов и взять примерную основную образовательную программу, по которой вы сейчас работаете, и взять, составить такую сравнительную таблицу, что было, что стало, чтобы, может быть, определиться с выбором учебников, то есть какие учебники наиболее подходят под это дело, и посмотреть, что же у нас, какие же достаточно существенные изменения могут быть внесены. Следующий момент по начальным классам. Если у кого-то кто-то ведет информатику в начальной школе, по новым ВГОСам, как предмета информатики у нас в начальном звене нет. То есть она входит в предметную область математика, и, скорее всего, это она будет оформлять либо учебным каким-то курсом, либо как внеклассную работу, то есть как кружковая работа. То есть здесь тоже надо будет посмотреть, надо будет задуматься. То есть я предлагаю каждому учителю посмотреть все-таки, проанализировать, что нас ждет с введением новых ВГОСов. Адреса сайтов у нас на слайде. Ну и вот некоторые, так сказать, выводы по новым ВГОСам, которые можно сделать. Это что они доступны для скачивания, я уже сказал, написаны на хорошем научном языке, в основу заложено научное мировоззрение, и основу ВГОСов составляет гармоничное развитие личности. Здесь тоже как бы по каждому предмету в планируемых результатах обучения как раз уже указано, какие результаты мы должны добиться после первого года обучения, после второго года обучения, после третьего года обучения. И, соответственно, выстраивать предмет надо на ваше усмотрение, конечно, как выберет школа в зависимости от условий. То есть либо это будет 7, 8, 9 класс, либо еще и 5, 6, и часть тем уйдет из 7 класса в 5, 6. Здесь уже на ваше усмотрение вы берете выбор. И, коллеги, еще один вопрос, который на сегодняшний день тоже очень актуален, это цифровая среда, цифровая экономика, это цифровизация. И я приготовил выступление Кондакова на эту тему «Цифровое образование. Матрица возможностей». Буквально 5 минут на вашего внимания, и потом желающие посмотреть ролик могут потом ссылочка будет. Коллеги, кто щелкает, кто управляет нашей презентацией, я прошу не делать этого.
Коллеги, ну вот 5 минут, ролик можно будет скачать, посмотреть. Не буду отвлекать ваше внимание. Здесь тоже как бы есть. Коллеги, какие есть вопросы? Если есть видео вопросы, можно задать видео вопрос. Мария Михайловна, вы можете задавать, Да, я можно поняла. не писать. На будущее лучше записать, чтобы осталось. Вот. Видео сегодняшнего вебинара мы выложим в видеозале на сайте Криро. Мгм. В этой программе proofme.com оно формируется на следующий день. Правда, оно будет сформировано. Так что по ссылочке, которая сейчас есть в видеозале, можно будет посмотреть. Коллеги, если нет вопросов, мы на сегодня заканчиваем. Еще, если у нас присутствовали учителя информатики, которые не вступили в РМО учителей информатики, в республиканское метод объединения, на сайте komi.edu.ru в закладочке «Педагогам», к сожалению, не проверил я компьютер, демонстрация рабочего стола у меня не работает. Там есть республиканский метод объединения и зеленая кнопочка «Стать участником республиканского метода объединения». Можно зарегистрироваться. Я иногда, бывает, рассылаю интересные какие-то вещи, ну и проще общаться, формировать программу. Скорее всего, Усть-Кулома, наверное, не будет, потому что на связь Олег Олегович не вышел, но мы его выступление уже переносим второй раз. Надеюсь, что на третье заседание... Есть, да? Ну, давайте мы тогда вас ждем. Выходите, включайте видео, включайте презентацию. Так, проектная деятельность. Ага. Здравствуйте, Отлично. уважаемые коллеги. Да. Здравствуйте. Добрый Мы вас день. рады видеть, слышать Я вас и тоже. предоставляем вам вас слово. так. Да, предоставляем вам слово. Хорошо, меня слышно? Скажите, пожалуйста, как по звуку? Как прошло тестирование ЕГЭ? Нормально? Хорошо, замечательно. Всё, Тогда я, наверное, начну, да, с вашего позволения? Да. Да. Значит, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Я являюсь учителем информатики средней школы села Усть-Кулом Омского района. Ну и хотел бы поделиться немного своим, даже, наверное, не своим, а опытом нашей школы в реализации проектной деятельности. Дело в том, что проектная деятельность нашей школы в школе имеет системный характер. С 2013 года наша школа является пилотной площадкой по введению ФГОС, и с 2014 года, начиная с 5 классов, дети сдают итоговые индивидуальные проекты. Эти проекты являются обязательной составляющей для перевода в следующий класс. Реализация проектной деятельности у нас проходит в несколько этапов. Вот вы видите, значит, это 4 основных этапа. Значит, разработка нормативно-правовой документации, подготовительный, основной и завершающий этапы. Ну, разработка нормативно-правовой документации сейчас уже проводится исключительно как корректировка, потому что, скажем так, вся документация у нас уже к этому времени устаканилась, и, в принципе, изменений особых не происходит. Ну, исключением являются старшие классы. Вот сейчас в этом году 10 классы, там немножко изменились вот требования к проектам. Значит, что касается остальных этапов, вот давайте по ним я пройдусь, скажем так, более подробно. Значит, на подготовительном этапе в самом начале года, это сентябрь, проходит, во-первых, школьная научная практическая конференция «Ступенька в науку». На этой конференции, скажем так, обсуждаются проекты, наилучшие проекты, которые были в прошлом году. Вот. Ну и, в принципе, эта конференция проходит в целях заинтересовать обучающихся вот в том, чтобы они
выбирали, скажем так, проекты получше и более серьезно относились к той деятельности, которую вот они в течение года производят. В том числе, значит, производится в это же время выставка продуктов прошлогодних. Это наилучшие, скажем так, работы, выставляются на обозрение, скажем так, чтобы все могли ознакомиться, потому что все-таки сдача проектов происходит у нас по классам, и на всеобщее обозрение, скажем так, эти проекты попадают именно вот как раз на такого рода выставках. Значит, дальше в это же время производятся мастер-классы, пленарные заседания. На мастер-классах дети могут показать сами те технологии, которые они использовали в своей проектной деятельности. Вот. Ну и, безусловно, заинтересовать остальных, может быть, кто-то еще вот возьмет подобные темы, скажем так. Так, вот выставки, где на обозрение, как я уже сказал, выставляются все работы прошлогодние, но обычно выбираются, скажем так, лучшие работы. Так, это поторопился. Значит, кроме того, значит, анкетирование было уже упомянуто, производится анкетирование, где дети определяют на начало года, во-первых, тему проекта, которые они будут в дальнейшем выполнять, выбирают научного руководителя. Это обычно учитель или родитель, которые в течение года сопровождают работу ребенка и помогают ему. Ну вот об этом чуть подробнее я далее расскажу. Кроме того, на подготовительном этапе еще, значит, некоторые работы у нас отправляются на республиканские или даже всероссийские конкурсы. Вот, и, в принципе, достаточно удачно выступают наши дети. Я вот, к сожалению, наверное, пропустил, слайды не включил эти работы. Сейчас, секундочку, извините. Хорошо? Закройте. Так, извините, пожалуйста, отвлекают немножечко. Так, извините, сбили. Так, ну, в принципе, я думаю, понятно, да, насчет подготовительного этапа. То есть весь он направлен на то, чтобы детей заинтересовать, направить, чтобы они поняли, чем они в дальнейшем будут заниматься. Возможно, да, что-то их более-менее заинтересует. Так, значит, на следующем этапе происходит вот выбор ребенка, то есть он определяется с темой, с руководителем, и вот здесь вот я хочу сразу отметить трудности. Дело в том, что уже на выборе темы у ребенка возникает очень много проблем. И по большей части, каким образом все происходит? То есть ребенок приходит к своему руководителю и вот с жалостливыми глазами смотрит на него и ждет, пока ему назовут его тему. И вот на этом этапе очень важно как раз определиться с тем, что все-таки в жизни ребенка больше всего интересует, вот, чем он увлекается, скажем так. Поэтому при выборе темы приходится, наверное, даже такую беседу проводить с ребенком и уже в дальнейшем, исходя из полученных ответов, рекомендовать ему те или иные темы. В принципе, что касается предмета информатика, в частности, тем по проектам найти в интернете можно достаточно большое количество, вот, но приходится эти темы, скажем так, уточнять и подгонять, грубо говоря, под ребенка, скажем так. Но в любом случае я темы вот сам принципиально не назначаю, то есть я пытаюсь все-таки, чтобы ребенок сам свою тему сформулировал и
определил, чем он в дальнейшем будет заниматься. Ну, обычно, каким образом я делаю? Предоставляю просто ряд тем, список где-то из 5-4 тем, и уже дальше ребенок, выбирая, формулирует тему для своего проекта. Что касается руководителя проекта, то здесь тоже сложности возникают. Дело в том, что дети наши очень непостоянны, и бывает так, что в течение года ребенок может даже пару раз поменять руководителя, причем причины не потому, что там человек не понравился или плохо с ним работает или что-то еще, просто ребенок, скорее всего, поменял предмет, по которому он пишет свой проект, либо поменял свою тему. Ну, и в связи с этим меняется руководитель. Такие тоже проблемы возникают, но вот стараемся, конечно, таких вещей избегать. Кроме того, вот на подготовительном этапе были упомянуты анкеты, то есть уже тогда дети должны, в принципе, определиться хотя бы примерно с тем, чем они будут заниматься. Так, да, вот я хотел вам показать примерные темы, что делали у меня дети. Это реальные темы, которые вот они разрабатывали. Видите, темы имеют такое достаточно неконкретное такое название, скажем так, вот, но потом уже сама работа показывает, чем конкретно они занимались. Это только некоторые темы, то есть некоторая часть, их понятно намного больше. То есть вот на этом этапе самое главное – это вытащить из ребенка, скажем так, тему именно благодаря тому, что вы о ребенке что-то узнаете. Понятно, что с теми детьми, которые тему выбирают самостоятельно, намного легче работать, и в дальнейшем с ними проблем в течение года в том числе не возникает. И к вам они за помощью обращаются не так часто, вот в отличие от детей, которые очень сильно сомневаются. Ну и бывают темы, конечно, когда дети сами выбирают такие серьезные, то есть там исследование интернета, это вот такие вот темы тоже могут возникать, приходится пыл немножечко поубавить у детей, да, и тему немножечко конкретизировать. Так, на следующем этапе, на этапе реализации, происходит сопровождение работы ребенка. Это, во-первых, решение технических вопросов, но по большей части здесь, наверное, решаются вопросы по использованию программного обеспечения, то есть не всегда дети умеют выполнять, вернее, использовать те или иные функции программ. В данном случае вы просто показываете, но при этом, опять же, я принципиально придерживаюсь, скажем так, той линии, что за ребенка я работу все-таки не делаю. Я показываю, каким образом он может вот, выполнить те или иные действия, и дальше ребенок уже работает самостоятельно. И на этом же этапе нужно все-таки ребеночка немножечко корректировать, то есть направлять его в нужное русло, потому что, опять же, теряются по ходу работы, уходят, скажем так, от темы, бывает и такое, то есть начинают заниматься одним, уходят совершенно в другие дебри. Здесь тоже корректировать ребенка приходится в течение года. Опять же, зависит от того, насколько часто они вас посещают, скажем так, и обращаются к вам за помощью, но, тем не менее, отслеживать вот такие вещи приходится. Так, последний этап – это защита проекта. Этап тоже достаточно важный. Ну, во-первых, он авральный. Я думаю, вы понимаете, что большинство детей тянут до последнего. И последнюю неделю, скажем так, до защиты у руководителей начинается веселая жизнь. То есть к ним начинают ходить толпы людей с просьбами помочь в тех или иных вопросах. Или даже бывает такое, что вот у меня еще ничего не готово, что мне делать? Такие ситуации тоже, конечно же, возникают. Ну и здесь, да, приходится немножечко попотеть. Ну и перед самой защитой очень важно ребенка настроить на саму защиту. Они, бывает, очень сильно волнуются. Сам я вот сидел в комиссии по
скажем так, приемом проектов, и видно, что вот ребенок знает тему, но рассказать ничего не может, просто в силу того, что он очень сильно волнуется. Поэтому очень важно настроить ребенка на то, что выступление – это не такая уж и страшная вещь, и вообще психологически его каким-то образом подготовить. Ну и здесь, опять же, важно до ребенка довести именно структуру защиты проекта, то есть какие этапы он, скажем так, должен изложить, что рассказать, что будет лишним, скажем так. Ну и предварительно, конечно, подумать над теми вопросами, которые могут быть ему заданы, чтобы перед комиссией, ну, скажем так, не оплошать. Так, ну, в принципе, все, что касается вот такой вот школьной нашей деятельности. Единственное, еще хотел бы добавить, что на защите проектов оценивание у нас происходит по 2 уровням. Это базовый и повышенный уровень. Бывает, что проекты отправляются на доработку, если они совсем не готовы. Что касается базового и повышенного, то базовый, это значит, соответствует, скажем так, уровню. Повышенный уровень, ну, я думаю, вы понимаете, это уровень выше класса, скажем так, да, параллели, в которой сейчас находится ученик. Теперь несколько слов о проблемах в нашей школе, в частности, касаемо вот именно проектной деятельности как системной. Во-первых, это количество обучающихся. Дело в том, что их у нас достаточно большое количество, и получается так, что на одного руководителя бывает приходится по 20, а то и 30 человек. Сопровождать такое количество достаточно трудная задача. Это касается в первую очередь учителей технологии. У них в основном вот такая вот проблема. Вот. Что касается информатики, то у меня обычно порядка 10-12 человек. Это, в принципе, вполне приемлемо и проблем особых не вызывает. Есть еще одна проблема – это средства реализации проектов. Это, во-первых, и финансовая реализация, это реализация, вернее, проблемы с материалами какими-то определенными. Нет соответствующего программного обеспечения, например, если касается информатики. Но приходится, скажем так, какие-то вещи возможно упрощать, что-то возможно даже не делать, если это невозможно. В принципе, комиссия входит, скажем так, в положение, если что-то не получилось сделать именно ввиду вот, отсутствия каких-либо средств. Ну и кроме того, дополнительное финансирование, понятно, не предусмотрено ни детям, ни руководителям в том числе. Так, это я свою собственную презентацию не знаю, вот запаздываю, скажем так. Вот несколько примеров проектных работ моих детей, ну вот 4, по крайней мере, здесь работы я показал. Это разные классы. Вот в правом нижнем углу это, например, проект 5 класса, это буклет на определенную тему. Вот хотел бы обратить внимание на справа сверху, это анимация, то есть учащийся, начиная с 5 класса, то есть в 5, 6 и 7 классе создавал анимационные мультфильмы. Причем получилось у нас много серий, скажем так, то есть в 5 классе была первая, в 6 вторая и так далее. Ну и при этом, соответственно, анимация со временем усложнялась. Это анимация на Macromedia Flash. То есть усложнялись действия, усложнялась сама анимация, ну и действия, которые выполняла, озвучка впоследствии пошла и так далее. Значит, слева сверху это у нас проект, связанный с программированием, то есть небольшая игра на языке процессинг. Для меня это на самом деле язык тоже был такой новый, оказалось очень интересный язык, так что я вот этих проектов тоже только плюсы имею, узнаю много достаточно информации, потому что детей тоже бросает иногда в такие интересные дебри. Ну и в левом нижнем углу это вот проект уже этого года, вернее, это пока наброски проекта. Это проект, основанный на базе микроконтроллера Arduino. Это уже такие более серьезные вещи, это 10 класс. Вот просто, скажем так, в качестве примеров.
Ну и кроме того, раз речь идет о проектах, безусловно, нельзя обойти вниманием робототехнику. Это уже я отвлекаюсь от проектной деятельности в нашей школе, то есть школьной проектной деятельности, скажем так, и перехожу к своей. Непосредственно, значит, робототехника у нас проходит в виде кружков, но я думаю, это практически везде таким образом происходит. Мы работаем на базе конструкторов Lego, это Lego Vidu, это 3-4 классы, и Lego Mindstorm. Ну, здесь у нас проблема в том, что количество наборов у нас всего 2, поэтому занимаются только 5-6 классы. Вот. Ну, мы ожидаем пополнения, скажем так, так что количество кружков и количество детей, участвующих в этих кружках, будет увеличиваться. Хотя на самом деле тенденция сейчас наблюдается обратная. Если честно, я с каждым годом удивляюсь. Дети почему-то вот теряют интерес. Возможно, конечно, это и моя вина, что-то я, возможно, не дорабатываю, но, по крайней мере, тенденция такая наблюдается, что дети интерес к робототехнике теряют. К сожалению, пока мы собираем, например, вот в младших классах просто модели, проблем никаких. Как только доходит дело до алгоритмов, вот здесь как раз все выливается в то, что детям очень не хочется этим заниматься, да, и теряют интерес. В принципе, наверное, все, что я хотел рассказать. Ну, это такая достаточно общая, конечно, информация, конкретики здесь мало, но вот что попросили, скажем так, то и рассказал. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо, Олег Олегович, огромное. Пожалуйста. Спасибо большое. Коллеги, если вопросов нет, мы сегодня на этом заканчиваем. Начинаем готовиться к следующему заседанию. Поэтому среди тех, кто сегодня спрятался там за чатом или вообще промолчал, предлагаю тоже подготовить что-нибудь интересное и выступить. Спасибо всем выступающим. Всего доброго, удачи, с наступающими первомайскими До праздниками. свидания. Всех благ, всего хорошего. До До свидания свидания всем. всем.